Представляем вашему вниманию вторую серию фильма «Абаза». Вначале хотим напомнить о том, что абазины сыграли очень важную роль в становлении Кабарды и ее развитии. Мы попытались рассказать об абазинах в Кабарде и Кабардино-Балкарии, а также представили мнения разных людей. Тема эта сложная и требующая в дальнейшем глубокого изучения. Ибрагим Абазов родился в Турции, в семье репатриантов. Как он сам признается, с 14 лет мечтал вернуться на историческую родину, и эта мечта осуществилась лишь полвека спустя. Следует напомнить зрителям, Ибрагим Абазов – этнический абазин, его родители жили в Кабарде в ауле Хапцево, вплоть до выселения в Турцию. Моему отцу было около 10 лет. Абазинского он знать не мог, так как вырос в Кабарде. Свою родословную отец знал до 7-го колена, поэтому в абазинском происхождении нашего рода сомнений нет. В Турцию они отправились уже окабардинившимися. На этой фотографии мой прадед, его звали Месост. Хочу обратиться к зрителям, возможно, кто-нибудь видел эту фотографию. Это фото обрезано с двух краев, обрезки сожгли. Там были изображения князей Хапцевых. Если у кого сохранился полный вариант, был бы очень признателен тому, кто мне ее предоставит для копирования. Я хочу включить это фото в книгу об истории нашего рода. Несмотря на естественную преграду, которую представляет собой главный кавказский хребет, абазы и адыги общались интенсивно. Горные перевалы не являлись труднопреодолимым препятствием для наших предков, какими они являются для нас сегодня. Абазины являлись очень важной, сопряженной с Кабардой частью, отдельным, несколько разобщенным в политическом отношении, но многочисленным населением. Благодаря своей численности, благодаря общности происхождения, схожести образа жизни, культуры, они легко интегрировались в адыгскую кабардинскую среду и принимали участие во всех политических, социальных и культурных процессах, которые проходили в Кабарде. О времени переселения причерноморских абазов на предкавказские равнины мы узнаем по свидетельствам кабардинских князей, которые связывают этот процесс со временем правления кабардинского князя Инала. И абазины, переселяясь из-за Кавказского хребта, из Причерноморья в поисках более удобных земель, привольных земель, они с самого начала селились рядом с кабардинцами, смежно с кабардинцами, и с самого начала оказались вовлечены в политическую историю кабардинского княжества. Традиционно территорией устойчивого проживания, постоянного проживания северокавказских абазин были территории примерно от Верхней Лабы до Верхней Кубани. Кроме того, значительные группы абазин переселялись значительно восточнее, скажем, в источниках 17-го, начала 18 века известны поселения абазин в долине Баксана, причем массовые поселения. Историк Асланбек Марзей – кабардинец осетинского происхождения. В свое время его предки переселились в Малую Кабарду. Когда началась война в Абхазии, Марзей в числе добровольцев отправился защищать братский народ. Что касается этой войны, абхазо-грузинской войны, почему я туда поехал? Да, были друзья у нас, это тоже одна из причин.
были друзья среди абхазов, но толчком послужила именно идеология, национальное самосознание, то, что мы называем черкесский мир. Черкесский мир, и это черкесский мир абхазы, адыги, абазины. Мы исторически мы видим, что даже это дольменная культура, археологическая, древняя, вот границы ее, посмотрите, от Кабарды до Абхазии. Она показывает, что носитель этой культуры археологической, это был один народ. В истории множество случаев, когда родственные народы враждовали и даже воевали друг с другом. Горьким примером тому служит война сербов с хорватами. Никогда не было подобных конфликтов между народностями адыго-абхазской ветви. У нас совершенно другая история. Мы не только родственные народы, но мы всегда на протяжении всей истории вместе выступали и вместе защищали свою независимость, свою самобытность. И когда началась эта война, по мудрости наших политических лидеров и Владислава Григорьевича Ардзумба, который не разделял никогда и всегда говорил, что мы должны сохранять единство с адыгским миром, мы не должны выходить из МЧА, мы должны всегда быть вместе. И Юрий Хамзатович Калмыков, это были мудрые люди, они думали не местечково и не в каких-то ограниченных рамках. Они как государственные мужи на международном уровне, понимая реалии того мира, в котором они живут, они понимали, что вместе мы сила, что вместе мы что-то значим. Даже это название, когда мы говорим черкесы всего мира, встанем на защиту Абхазии, там все знают, что черкесы живут во всем мире, и они думают, что у нас там 10-15 миллионов, хотя, может быть, настолько и нет. Но это уже играет свою роль. Абазины и кабардинцы очень часто и в массовом порядке ездили друг к другу в гости. Ездили как к родственникам, не к далеким, а близким по крови, не вспоминая про это родство как о каком-то древнем общем начале. Для большинства кабардинцев и абазин это будет настоящим откровением. Родниться эти два народа перестали после окончания Кавказской войны. Сейчас уже ничего не напоминает об этом. Стерта память. Вот мы и стараемся ее оживить. До 30-х годов прошлого века кабардинцы и абхазы тесно общались, ездили друг к другу в гости как к родственникам. Отгоняли табуны лошадей, продавали, отдавали даром. Но, к сожалению, в 30-х годах 20 века многих дворян, а это были носители знания о родословных связях, репрессировали и расстреливали. Таким образом, мы растеряли эти связи. Но, как говорится, нет худа без добра. После грузино-абхазской войны утерянные связи понемногу восстанавливаются. Лафишевы – абазинские дворяне, живут в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. О том, как они оказались в Кабарде, мы рассказывали в прошлой серии. Многие из них репрессированы, тем не менее, связей со своими родичами они не теряют. Нина Лафишева тесно общается с представителями рода Лововых. Ловы были оттуда, они как раз из тех князей абазинских, известных. Вот я с ними по сей день общаюсь. Они живут в Нальчихе. Кроме этого, общаюсь с абазинами, очень тесно в контакте. Мы переписываемся. Бывало у них на сходе в 1981 году. Был сход Лафишевых в Красном Востоке, откуда мы все Лафишевы. И, знаете, я была очень удивлена. Но тут только в Кабарде мы появились. И потом Мухаммеда, семья вот его. И вот мы нашли, даже друг друга мы нашли здесь. А там море Лафишевых. И мы были в шоке, конечно. Вот. И там были Лафишевы, адыгейцы, черкесы и абазины. И по сей день мы с ними общаемся. Общаюсь с адыгейцем из Майкопа. Но они пишутся, как они тогда мне сказали, мы, говорит, пишемся не Лафишевы, а Ляфишевы. Первую букву А поменяли на Я. И мы, говорит, благодаря этому сохранились. А вы все, и черкесы, и абазинцы, все пострадали от репрессий.
После того, как отца годовалого Мухаммеда Лафишева репрессировали и от побоев в застенках НКВД скончалась мать, детей разобрали по кабардинским семьям. Мухаммеда усыновили Шхануковы. Дети врагов народа, которые стреляли, тоже забирали же в лагеря какие-то, воспитывали по-другому. Поэтому, может быть, это и спасло меня, что я все время был Шхануков. И в школе учился, и в университете. Я фамилию поменял-то совсем недавно. Поменял под влиянием детей. А так, работы, научные работы, которые я пишу, всегда подписываю Шхануков Лафишев. Ну, потому что первые работы были Шхануков, а Лафишев никого не знает, никто не знает, кто я. Поэтому приходится двойную фамилию писать в работах. А в паспорте я Лафишев сейчас. О репрессированных родителях и 3 сестрах, живущих в разных семьях, Мухаммед Лафишев узнал уже будучи студентом. Знакомые предлагали сменить приобретенную фамилию на родовую. Не было желания в детстве особенно. Какая-то вот у меня была, как сказать, боялся, что я изменю этим родителям, которые меня воспитывают, которые мне столько дали. Они неграмотные, но они очень мудрые такие были. Единственный я из 4 детей получил образование. Остальные сестры даже 3 классов не закончили. Наибольший вклад в формирование Кабарды, в том числе и кабардинского народа, внесли абазины, считает кандидат исторических наук Хасан Яхтанигов. Кабарде дезажа сап окупар аунафунам нахабадидду шахара захара. Залукокуажа, Ашабова, Трамова, Залукодес, аул Коновых, Куба. Если обратить внимание на фамилии живущих в этих селениях людей, явственно прослеживаются абазинские корни. В кабардинском этносе много национальных вкраплений, те же ингуши, чеченцы, осетины, балкарцы. Но абазины в кабардинском этносе оставили гораздо более ощутимый след, чем все вышеперечисленные народности. С 2003 года Владимир Пшеноков работает на Черноморском побережье, исследует историю, язык убыхского народа, интересуется археологией. Именно я работаю в Большом Кичмае. Есть такой шапсугский аул. Это Большой Кичмай, Малый Кичмай находится по 2 сторонам. Это река Шахе такая, в головинке. Эта территория когда-то густо населялась, там 70 аулов было. Там шапсуги проживали, абазины и убыхи. И в этом ауле проживают также и убыхи. Рядом, ближайшими тоже аулами, с людьми общался, там тоже есть несколько родов. Никаких секретов нету, они между собой общаются на шапсугском. Ну, все даже вот у них в обиходе, так же, как и у нас, кстати, вот здесь в Кабардино-Балкарии, когда застолье, там какие-то мероприятия, могут даже сказать: ты все-таки уважаемый человек, мы тебя любим, это ты ж с рода абазинского рода, или ты с убыхского рода. Вот такое бытует и здесь, также там и на побережье, в аулах в этих. Они помнят и знают об этом. В конце Кавказской войны с побережья Черного моря в район Георгиевска было выселено несколько убыхских семей. Среди них предки Владимира Пшенокова. В дальнейшем они поселились на территории современного селения Куба. Для возрождения самого языка убыхского делается сейчас не так уж много, но как бы это для стартового такого начала, именно к возрождению, я считаю, что это уже достаточно, потому что рассматриваются именно записи, которые сохранились. В Турции много есть записей, здесь в архивах есть записи. Сам алфавит также у нас собирается по частицам. Именно по этому вопросу я обращался в правительство России, непосредственно к президенту Путину, я обращался письменно. И пришло письмо, которое
меня и моих товарищей поддержало. Там было письмо направления в Министерство культуры края. То есть, ну, само государство поддерживает эту саму инициативу, и ни в чем нам в данный момент, и я думаю, вообще не будет никто мешать. Также мои товарищи сочинские историки, краеведы, археологи проводят, на мой взгляд, огромную работу. Я хотел также подчеркнуть моего друга, это Кизилов Андрей. Он недавно защитил докторскую по теме Убыхи. Большую работу в восстановлении истории убыхов проводят сочинские археологи. Почти все они русские по национальности. Я вижу искренность, и на самом деле они любят и трепетно относятся к истории убыхов, к истории всей территории Абаза, которая стремительно менялась, особенно последние 200 лет. Мне становится легче, когда вот такие люди рядом находятся. И я вижу, прогресс все-таки в будущем будет. Селение Залукакуажа раньше называлось Абуково. Основали его переселенцы абазины из Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики. Переселение оно сразу не произошло, потому что там прошение писали, чтобы им выделили здесь, на Зольских пастбищах, земли, что вызывало противодействие местных жителей, ну, именно тех жителей, которые пасли здесь свои стада. В то время у людей было много коров, овец, баранов, и их пасли вот на этих территориях. И особо не хотели им выделять земли, но как-то вот получилось так, что они смогли здесь взять эту землю, эту территорию, и основали село. И на Арбах со стороны вот Первомайска, это недалеко от Кисловодска, там земли меньше было, они переехали вот на эту территорию и стали обосновываться. Аул Абуковский, он был смешанный. Там какая-то часть кабардинцы были, какая-то часть они абазины были. Вот. Сам Абуков, он чистый абазин был, их несколько братьев было. И еще есть некая предыстория, как они там оказались, в том месте. Сохранились сведения о том, что абуковцы до переселения на территории Залукакуажа проживали в Нартане и Вольном ауле. Туда они пришли из Абазии. Эти Абуковы, они занимали какие-то посты тоже, и, соответственно, им разрешили в то время обосноваться под Нальчиком. Но это был период русско-черкесской войны, русско-кабардинской, ну, если по территории судить, ну, по той территории. И они решили обратно уйти, откуда пришли, ну, к абазинам обратно уйти. Уход тоже был не быстрый, они снялись, вот с территории Нартана, Вольного аула, они снялись и сначала переселились в район Лафишева, мы говорим, Псахурей, да? То все равно неспокойно были, и они опять ушли в горы. И пока они жили в Кабарде, какая-то часть кабардинцев тоже поселилась в их небольшом ауле. Они тоже с ними ушли, а кто-то и остался. А когда все устаканилось после войны, это уже, как я говорил, в 1900-х годах, они попросили и обратно вернулись вот на эту территорию, потому что здесь было много земли, можно было пасти овец, баранов, ну, как бы равнина есть равнина. Абазины заметно повлияли на генеалогию кабардинцев. Среди последних очень много известных, а то и легендарных людей имеют абазинские корни. Они кабардешам я Робин Гуд, возомрат швар, арабазаш. Знаменитый Мурат Озов, о котором сложены песни, является абазином по происхождению. Он значится в списках абазов, переселившихся в Георгиевск.
затем в Кабарду. В числе знаменитых кабардинцев абазинского происхождения и Батих Уранов, Назир Катханов. Если сейчас выйти на улицу и спросить у прохожего, какому народу принадлежат Тамбиевы, Кардановы и Шибзуховы, ответ будет однозначным – кабардинцам. На самом деле это абазинские фамилии – и Шуховы, и Паштовы, и Кештовы, и Агановы – все переселенцы. Верхушечное переселение жира. Абгам Япшари, Авархари, а у нас один Дягар, Абгам Япшари. Кабардинцы, в свою очередь, также являлись составной частью народа абазов. В XVIII веке около 20% населения Большой Кабарды составляли абазины. Многие из них идентифицируют себя как черкесы, влились в адыгскую среду. Мне кажется, сложно найти черкеса в Кабарде, особенно тех, кто родом из Зольского района, Баксанского района, в комнате Клабы абазинская кровь, кто не имел бы либо по материнской стороне, либо, собственно, по происхождению фамильному связи с этим в высшей степени близким нам, черкесам, и достойным народом. Наш фильм об абазинах в Кабарде и Кабардино-Балкарии, но немало и абазин с кабардинскими корнями, и к этой теме мы еще вернемся. Переходы, так скажем, из абазин в кабардинцы, из кабардинцев в абазины был достаточно легким и беспроблемным. То есть в период Кавказской войны бывали и обратные переходы. Вот совсем недавно я познакомился с абазином по фамилии Курачинов, который, значит, со слов своих старших говорил о том, что он кабардинского происхождения. Переходы эти были настолько легки, фактически во втором, в третьем поколении, проживая там в кабардинской среде, абазины идентифицировали себя с кабардинцами. То же самое. Те кабардинцы, которые в период Кавказской войны селились среди абазин, они тоже достаточно, если они селились в абазинских аулах, они легко, значит, меняли свою идентичность. Это происходило тем более легко, что фактически, если мы возьмем происхождение, если мы возьмем этногенез, это переходы внутри одного народа, одной этнической общности. Когда-то мы были единым народом. Время разбросало абазов и адыгов. Прошли века, и вновь мы слились воедино. Менталитет один, поэтому легко сошлись. Это как разобранный велосипед. Его разобрали, детали сложили в гараже и долгое время не трогали. Спустя год детали достали, соединили их и вновь собрали велосипед. Абазинский аул, в котором жил родоначальник фамилии Амшуковых, был сожжен во время войны, и он пришел в Кабарду просить убежище у князя Абукова. Асланбек Амшуков – один из потомков переселенца. Конечно, живя среди адыгов, люди, абазы, они практически все потеряли свой родной язык. Но в любом случае, те, кто хочет, они помнят свои корни и прекрасно знают, кто откуда пришел. Юрий Накохов – житель селения Залукопажи. Его отец говорил на абазинском, и сам он одинаково хорошо изъясняется и на своем родном языке, и на кабардинском. Он этнический абазин, но не желает разделять абазов и адыгов, хотя настаивает на том, что каждый человек ни в коем случае не должен забывать о своем происхождении. Делить нам нечего. В Кабарде наш род, в основном в Залукопаже, и в Пятигорске тоже есть. В Пятигорске есть, в Нальчике тоже есть. Вот. Так, в Красном Востоке. В Красном Востоке это родина. И в Кисловодске
Ну, черкес туда-сюда, само собой. Ну, отец, он зять этого села. Мать у меня отсюда. Отец тоже женился, захомутали его и попался сюда. Самые лучшие, чтобы кабардинцы и абазинцы жили всегда дружно. Как вот живут сейчас, еще лучше, чтобы жили. Вот это самое главное. А там земли хватит всем. Когда Юрий Накохов узнал, что наш фильм увидят и в Абхазии, и там, где живут абазины, пожелал обратиться к своим зрителям на родном абазинском языке. Апсоква, абазаква, ара шердацанов тап, мы кровные братья. Ждем вас всех в гости. Автор идеи создания этого фильма Руслан Кармов, предваряя первую серию, рассказал притчу о том, как абазы отправили своих земляков в Кабарду с наказом, чтобы те вернулись на родину, прославив своих соплеменников. С тех пор минули столетия, и настала пора притчу завершить. И вот мы можем с полной ответственностью сказать, что представители народа абаза, проживающие в Кабарде, сделали очень много для Кабарды, для кабардинцев, для себя, так как они стали частью народа Кабарды. Существует очень много героических песен, в которых упоминаются абазины, абазинские фамилии, дела, связанные с абазинами. Есть очень много топонимических названий в Кабарде абазинского происхождения. Очень много людей, абазин, имеющих абазинское происхождение, за всю историю вот этих абазино-кабардинских отношений золотыми буквами вписали свои имена в историю Кабарды. Взаимоотношения кабардинцев и абазин без всяких сомнений можно представлять как пример добрососедских отношений. Подтверждением тому сотни прожитых вместе лет.